Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов. В этом году тема дня – безопасное применение лекарственных препаратов, а его лозунг – «Лекарства без вреда». Небезопасные методы медикаментозного лечения и ошибки при использовании лекарственных средств входят в число ведущих причин нанесения предотвратимого вреда пациентам в медицинских учреждениях всего мира. Как доктору не навредить пациентам, назначая те или иные лекарственные препараты, расскажет гостья студии Парасковья Илларионова, заведующая отделом клинической фармакологии Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Парасковья Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему в наши дни вопрос лекарственной безопасности стоит остро? Для того, чтобы разобрать этот вопрос, изначально я хочу рассказать, что такое лекарственная безопасность. Лекарственная безопасность – это мультидисциплинарный подход. То есть, что понимаем мы под словом мультидисциплинарный? От начала изготовления лекарственного препарата на фармзаводах, выпуска, логистики, транспортировки, до доведения до нашего учреждения, лечебно-профилактических учреждений, условия хранения лекарственного препарата, правила применения лекарственного препарата, до окончания, до попадания в организм человека, то есть до назначения, вплоть до назначения доктора и введения лекарственного препарата медсестрой, все это идет контроль лекарственной безопасности. Мы и называем это лекарственная безопасность, контроль над лекарственной безопасностью. Эта проблема сейчас стоит очень остро, потому что во всех странах выявляются побочные эффекты лекарственных препаратов. Их полностью устранить, к сожалению, невозможно. Но мы должны минимизировать. И мы идем к этому для минимизации побочных эффектов или неэффективности лекарственного препарата. Тем самым хочу сказать, например, все лекарственные препараты, которые человек принимает, он всегда должен знать, что это может быть с каким-то побочным эффектом или неэффективностью лекарственного препарата. В Российской Федерации 10-20% доходит занимает 10-20% по выявлению нежелательных побочных реакций лекарственных препаратов, и 5% из них попадает у нас в стационар для лечения побочных эффектов лекарственных препаратов. Поэтому проблема стоит на сегодняшний день остро, и она очень актуальна, и с этим мы боремся, все работники здравоохранения. А какие задачи должен решить Всемирный день безопасности пациентов в текущем году? Всемирный день безопасности пациентов в 2022 году он посвящен глобальной проблеме по лекарственной безопасности. Мы должны осведомить общество, чтобы социум был готов и знал, что может быть при неправильном применении лекарственных препаратов, и что делать, и когда, куда обращаться. Это называется информация. И самая главная задача в этом году. Но еще хочется спросить, а что за специальность такая клинические фармакологи? Какова их взаимосвязь с лекарственной безопасностью? Эта специальность заканчивается лечебно-педиатрические факультеты, а потом идет сужение, как и по всем, например, как кардиология, неврология и так далее, терапия, и такая же специальность врач-клинический фармаколог. Мы переучиваемся, то есть мы контролируем фармакотерапию, то есть назначение лекарственных препаратов в учреждениях. В Республиканской больнице номер 1 есть отдел клинической фармакологии, и непосредственно мы отвечаем за безопасность приемами лекарственных препаратов, то есть назначение врачами лекарственных препаратов до введения лекарственных препаратов. То есть есть понятие полипрагмазия, что есть 5 и более лекарственных препаратов не должны назначаться или назначаются они по каким-то основным показаниям. Это все контролирует отдел клинической фармакологии. Недавно, получается, в июле мы получили сертификат качества Росздравнадзора, и в соответствии с этим сертификатом есть именно пункт, где работает рабочая группа по лекарственной безопасности, направление, и отдел клинической фармакологии является ответственным лицом. В общем, одним словом, врач-клинический фармаколог курирует всех тяжелых пациентов, которые не поддаются терапии. И такие пациенты, например, с острой почечной недостаточностью, печеночной недостаточностью, назначена терапия, проходит эффект, должны уже получить эффект, например, ожидаемый через 3-4 дня, но мы не получаем эффекта. Здесь уже подключаются врачи-клинические фармакологи, и совместно с докторами идет совместное ведение пациента тяжелого.
То есть все реанимационные пациенты – это почти пациенты врачей клинических фармакологов. А можете вкратце рассказать, как вы связаны с терапевтами? Сотрудничаете ли вы с ними? Мы со всеми докторами сотрудничаем. В основном у нас, конечно, мы ведем реанимации, отделение реанимации, но мы совместно работаем со всеми докторами, неонатологи, врачи-акушеры, гинекологи, педиатры, хирурги, кардиореаниматологи, общие реаниматологи. У нас охват большой, мы работаем со всеми докторами. А доктора сами к вам могут обратиться? Да. И у нас непосредственно идет не с пациентами, именно есть разделение клинический фармаколог поликлинический, да, и есть клинический фармаколог стационарный. Ну, такое безусловное разделение. И клинические фармакологи стационара именно консультируют докторов. Мы работаем с докторами. А какие мероприятия проводятся по повышению квалификации врачей? По повышению квалификации врачей на портале непрерывного медицинского образования на сайте здравоохранения мы постоянно обучаемся. Все доктора обучаются. Через каждые 5 лет мы проходим аккредитацию. Чтобы пройти эту аккредитацию, мы обучаемся и набираем баллы, что, соответственно, по лекарственной безопасности. Там очень много программ актуальных. И также в нашем учреждении и вообще в здравоохранении проводятся лекции, семинары. Это сейчас очень под жестким контролем лекарственная безопасность, можно сказать. А что касаемо непосредственно учреждения, где вот я работаю, Республиканская больница номер 1, мы каждую пятницу проводим лекции касаемо фармакотерапии, проводим аудиты внутренние, согласно которым тоже по всем пунктам, которые выше перечислены, мы проводим, делаем семинары, конференции. Так что у нас идет полным ходом. Ну, конечно, как у специалиста хочется еще спросить, как может сам пациент прежде всего обезопасить себя? На что должен обратить внимание больной, прежде чем начать прием того или иного лекарства? Ну, как я уже сказала выше, да, что самое главное – это глобальная задача, да, на сегодняшний день, это информирование нашего общества, и над этим мы сейчас работаем. Сам пациент должен в эту цепочку, он полностью входит по лекарственной безопасности, потому что конечной точкой инстанции, когда идет уже введение или назначение лекарственного препарата, является сам пациент. И он сам тоже должен 100% нести ответственность за это. Самые минимальные вот советы, да, как на сегодняшний день говорит лайфхаки, я могу сказать такие. Когда вы принимаете лекарственный препарат, то есть пациент, всегда надо задавать себе вопрос: есть показания, доктор мне назначил, соответствует ли доза. Обязательно ознакомливаться с инструкцией по применению лекарственного препарата, кратность приема, что может быть, да, иногда, если у вас есть какие-то затруднения по инструкции по применению, потому что не каждому там очень трудно, труднодоступно иногда объяснено, да, поэтому можно обратиться смело к доктору и вместе уже решать эти проблемы. Почему я ссылаюсь на эти акценты? Да, потому что когда идет, например, неправильная кратность приема лекарственных препаратов, это может быть передозировка лекарственных препаратов. И пациент, прежде чем, когда идет к доктору, всегда обязательно первоначально должен сказать лекарственный свой анамнез. То есть, что принимает на сегодняшний день, пусть это будет даже витамины, пусть это будет даже до аскорбиновой кислоты, да, он должен все, пусть это будет даже БАДов, должен все рассказать, какие лекарственные препараты принимают, какой период принимала и последнее, что принимала. Потому что, когда назначает доктор, может быть взаимодействие лекарственных препаратов, который может повысить побочный эффект взаимодействия друг с другом. А какие группы лекарственных препаратов наиболее остро отвечают теме лекарственной безопасности? По теме лекарственной безопасности на сегодня самой актуальной группой являются препараты антибактериальные. Антибактериальные препараты или антимикробные препараты. То есть у нас идет рост антибиотикорезистентности. Что значит антибиотикорезистентность? То есть устойчивость антибиотиков, антибиотики перестают работать. С антибиотикоустойчивостью может встретиться каждый человек, каждый ребенок в любом возрасте и в любой стране. Антибиотикорезистентность – это естественное течение, но мы его должны избегать, мы его увеличиваем, усиливаем, назначая
антибиотики повседневно, повсеместно. Ну вот я очень часто слышу, когда иду в аптеку, у меня вот что-то першит, что-то антибактериальное у вас есть, и начинается вот подбор антибактериальных препаратов. Такого абсолютно не должно быть. Антибиотики должны приниматься только по показаниям. Есть инфекционный процесс, есть, и его должен обязательно назначить только специалист здравоохранения, то есть только доктор должен назначить, и только по рецепту должен выдаваться антибактериальный препарат. На примере можно рассказать, да, каждый раз, когда идет простое першение в горле, у нас это в обиходе, ну я простыми словами объясняю, да, идет прием препарата амоксициклин, амоксиклав, и каждый третий, четвертый прием мы уже вырабатываем резистентность. И если этот пациент в последующем поступит с пневмонией, этот амоксиклав уже невозможно будет назначить, потому что он уже приобрел устойчивость, да, и приходится к антибиотикам резерва идти. Что такое антибиотики резерва? Это наиболее тяжелые, да, наиболее сложные моменты назначаются, ну, на наиболее сложные процессы инфекционные, да, и тем самым шаг за шагом можно выработать резистентность. И не дай бог, если случится какое-нибудь септическое состояние, да, какое-нибудь онкогематологическое заболевание, которое в последующем идет тоже с септическим сопровождением, как осложнение после химиотерапии, то антибиотики просто-напросто не могут работать. И вот с такими пациентами клинические фармакологи постоянно работают. И поэтому мы очень просим, да, информируем наше население, антибиотики нельзя принимать. Его нельзя принимать как витамины. И вообще все лекарственные препараты только по показаниям должны быть. Парасковья Ивановна, спасибо вам большое, что пришли. Самолечением заниматься небезопасно. Да. Спасибо большое. Спасибо. Ну и я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.